поговорить. Хочется задать вопрос. Все на картошке? Что происходит вообще? Где все? Давайте мы поднимемся на наши ноги. Скажите, кто-нибудь садит картошку из присутствующих? Один. Я понял, почему вы здесь. Давайте мы благословим сегодняшнее собрание, помолимся Господу и прославим Его, ибо Он достоин. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Он достоин. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Твою милость и благодать, Господи, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами, за наших братьев и сестер, которые здесь. Мы просим Тебя, Господи, благослови каждого человека, который находится сейчас в собрании, каждого человека, который будет смотреть в трансляции, Господи. Пусть Твое присутствие, оно будет. Господь, Ты глава этой церкви, мы уповаем на Тебя, смотрим на Тебя, и мы ожидаем, что Ты будешь вести нас, будешь вести каждого лично, будешь вести семьи и будешь вести церковь, Господь. Мы хотим быть в Твоей воле. Не хотим быть своевольными, Господь. Ты источник всего в нашей жизни. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господь. И просим у Тебя о Твоем присутствии, о Твоем помазании, Господи, о Твоем воодушевлении, о Твоем успокоении, о Твоем исцелении, Господь. У нас так много людей нуждаются в исцелении, Господи. Мы просим Тебя, Господь, касайся. Кто-то сейчас здесь нуждается в исцелении, кто-то смотрит, нуждается в исцелении, а кто-то лежит в больнице и может быть лишен возможности смотреть. Мы просим Тебя, Господь, исцели каждого. В особенности мы просим Тебя, Господи, за сестру во Христе Людмилу, Господи, которой предстоит операция. Ей поставили диагноз рака. Мы просим Тебя, Господи, благослови ее, как мы ее сейчас благословляем. Господь, просим Тебя, благослови врачей, что бы они ни делали, пусть все пойдет на пользу, Господь. Пусть Твоя рука, она будет над ней, Господи. Исцели ее, Господь, во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за исцеление душ. Если есть какие-то травмы, там, где Дух Господень, там свобода. Господь, наполняй нас Духом Твоим. Пусть будет исцеление, пусть будет мир, пусть будет радость и спокойствие. Еще раз, Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы ожидаем, что Ты будешь двигаться так, как Ты этого хочешь, Господь. Мы хотим лишь следовать за Тобой. Веди нас, говори в наши сердца. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. И давайте мы Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя! И мы Его прославим. Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем. Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Возьми меня в горы, на Твои просторы, где любовь течет, как река, ветра дуновенье, Твое прикосновенье, и милость Твоя велика. Я хочу быть выше, там, где Дух Твой дышит, где присутствие Твое. Дух во мне течет, любовь свою несет, перед Твоим троном я склонюсь.
навек забрался, Боже, ради нас солнцем стал. Ты взял мою вину, тобою лишь живу, грех мира ты распял на кресте. Святая кровь твоя очистила меня, ты искупил и оправдал меня. Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебя так ждем, руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе воззовем, Дух Святой, мы тебя так ждем, руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе позовем, Дух Святой, мы тебя так ждем, руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Аллилуйя! Господь здесь, постоянно со славу. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты с нами в каждом дне. Каждый день на устах моих это славное имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь Его я превозношу. Мое сердце поет о Нем, о Спасителе дивном моем. Только Он мне дает покой, Его имя всегда со мной. Всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. И когда солнце свет горит, согревая всю землю тепло, в моем сердце опять
опять звучит Иисусу, царю царов, царю царов. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Sürahimeren götürülür Kerabı açıbın aykalır Kini eremigin oskuta Kurutun miginden keni var Принцерді гасері сылыта Чағын қайлықтарынан тықта Мен сүрәк береме өрінен Иисусқа ырылана Иисумым атын куру-куруйдом Кені жайдың күнері саны Кенелі айқаламын мен ылым Айқаламын мен ылым Иисумым атын куру-куруйдом Кені жайдың күнері саны Кенелі айқаламын мен ылым Айқаламын мен ылым Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Будем петь нашему Господу, восклицать и прославлять. Господь, мы славим Тебя, Иисус. Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак от Тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за Тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу.
перделері күнеске біліп қаққа тігер түн отынан менден бар бұғатын бос қолым мораны туттан турпуту таңарам дегенде көйілаппын кенелі аллилуйя аллилуйя оралудың қайықты уралапты толақты аллилуйя аллилуйя Ты за мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду дела поют твоих, навек поглощена смерть победою любви. Ты за мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду дела поют твоих, вовек поглощена смерть победою любви. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Если Бог за нас, кто против нас? Благодарим, Господь, что мы можем торжествовать в Тебе, в победе Твоей в каждом дне, Иисус. Тщетно искал, чем сердце наполнить звоном монет и славой побед, что тают, как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни. Все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой, пусть не совершенен, ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Ведь ты рядом в победе и в поражениях. Нет таких мест, где милость и крест не нашли бы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится.
что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, в красоту серый пепел. Смыл позор своей славой. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать воинов, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Ничто не сравнится с тобой, Господь. Ты один такой, удивительный, непостижимый, славный и чудный. Скрой меня своим крылом, сохрани под сильною рукой. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить. Мой Отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог со мной. Найду покой в тебе, Христос. Верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить.
мной. Я не боюсь, мой Бог со мной. Он всегда с тобой, Он, Господь, рядом, живет в тебе. Иисус, мы славим Тебя, что в каждом дне Ты с нами. Аллилуйя, Господи. Мы славим имя Твое, Господь. И прямо сейчас пред Тобой мы приносим все наши нужды, Господь. Все нужды нашей церкви, все нужды наших семей, Господи. И каждого человека, кто в нашей церкви. Господь, Ты источник всего для нас. И мы просим Тебя, восполни каждую нужду по Твоему богатству и Твоей славе, Господь. Ты Творец всего. Во Христе Ты даровал нам жизнь вечную. И как с Сыном Своим Ты не дашь нам и всего остального, Господь, какой-то мелочи для жизни, Господь. И может быть для Тебя это кажется не мелочь, это какая-то большая проблема. Но для Господа нет ничего невозможного. Прямо сейчас проси у Него в простоте. Обращайся к Нему, и Он восполнит по своему богатству и своей славе. Господи, мы просим Тебя, прежде всего, за тех людей, у которых есть какая-либо болезнь, у которых есть какой-то недуг. Мы уже молились, Господи, за нашу сестру, еще раз просим за нее, а также за каждого человека, у которого есть какой-то недуг в нашем собрании. Прямо сейчас именем Иисуса Христа я запрещаю всякой болезни. Я провозглашаю божественное здоровье в каждое тело. Просто откажись принимать болезнь. Отдай это Христу. Господи, уповаем на Тебя. От Тебя исцеление. От Тебя жизнь. Ты источник всего. Господи, мы просим Тебя также за всякую естественную нужду, Господи. Начинается учебный год. Просим Тебя за каждую семью, где есть школьники, чтобы все обустроилось, Господь. Расписание, может быть, какие-то секции, кружки, как ездить в школу, Господь, усмотри все. Просим Тебя, Господь, дай мудрости в организации всего. Сделай так, чтобы дети, они выбрали что-то, что будет им полезно, Господи. Господи, просим Тебя также за взаимоотношения в семьях, Господь. В каждой семье, в нашей церкви, Господи. Мы как-то провозглашали, что наша церковь – это церковь полных семей, Господи. В нашей церкви семьи, они восстанавливаются. Господи, пусть будет мир. Если где-то есть разлад, Господь, пусть будет мир. Господи, дай мудрости мужьям исполнять то, на что Ты их возложил, как Ты их видишь, Господи. Господи, дай мудрости женам также быть в Твоей воле, Господи, и исполнять ту часть, которую Ты возложил на них, Господи. И когда мы смотрим на Тебя, и каждый исполняет то, к чему он предназначен в семье, тогда это будет по-божьему работать, чудесным образом. Я провозглашаю восстановление отношений. Господи, я прошу Тебя, сделай так, чтобы дети, они слушались родителей, чтобы родители, они не раздражали своих детей. Дай мудрости нам в этом, Господь. Господи, мы просим Тебя также за все наши церкви в нашем городе, за все церкви в нашем городе, в нашей республике и по всей России, Господь. У Тебя одна церковь, много поместных общин. Господи, мы просим у Тебя о том, чтобы была мудрость на пасторах, на руководителях церквей, где бы они ни находились, Господи. Пусть каждая церковь войдет в свое предназначение. Пусть каждая церковь, она исполняет то, к чему мы призваны. Она проповедует до края земли. Она крестит и обращает людей ко Христу. Господи, Ты знаешь, мы не приводим людей в церковь, мы приводим людей ко Христу, мы проповедуем Христа распятого. Пусть каждый помнит это, Господи. Дай нам быть в этом, веди нас в этом. Господи, мы просим Тебя также за руководство нашего города, нашей республики и нашей страны. Сейчас проходят выборы во многих местах, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы достойные люди, богобоязненные люди, они пришли во власть. Господи, пусть жизнь людей в нашем городе, в нашей республике и в нашей стране, она дальше меняется к лучшему, Господь. Пусть жизнь меняется к лучшему, пусть
Дай мудрости, Господь, также и дай силы противостоять всем этим веяниям новомодным, Господь, которые есть на Западе и которые противны Тебе, Господь. Мы за семью, где есть отец и есть мать. Слава Богу за наше правительство, Господь, у которого есть мудрость, которая противостоит во многом, Господи. Но дай им силы и дальше быть в этом. Во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также о том, чтобы как можно быстрее закончились все боевые действия и чтобы наступил мир. Господи, дай всем парням из нашей церкви, с нашей республики, Господь, вернуться домой живыми и здоровыми, Господь, без увечий, по возможности, Господь. Сохрани их. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их, Господь. Пусть вернутся домой, к семьям, к детям, Господь. И как можно быстрее пусть все это закончится, чтобы как можно больше людей, они остались живы. Но, Господи, Ты все держишь под контролем, и мы верим, что Ты используешь тех людей, верующих христиан, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, Господь. И через них Ты несешь свет этому миру. Ты несешь Слово Евангелия, Господь. Пусть люди, они каются там, пусть они спасаются. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Слава Богу! Давайте мы прославление тоже поблагодарим. Спасибо большое. И не садитесь сразу, вы знаете, у нас как бы уже, я не побоюсь этого слова, прям добрая традиция такая. Может быть, мы как-то перенесем в скорости на конец собрания. Но пока давайте мы подойдем. Если вы давно не видели человека, или вы видите человека первый раз, пусть у нас никто не останется обделенный. Минимум 3. Давайте, подойдите и скажите что-нибудь хорошее. Благословите, обнимите. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Что, вы не едете, что ли? Да. Пасторская будет, я хочу, чтобы вы там были. То есть, если вы едете, чтобы вы там присутствовали. И там, знаешь, это надо поговорить. Да, я уже вижу. Я уже поговорил. Да. С Манжусом, со всеми. А на самом деле, там знаешь как? Едь, это вообще. А еще знаешь, как сделать? Такой можно. Да, ну или без меня, ну или... Come on, take faith tonight. You said, lead me where my trust is without borders. And you walk upon
Слава Богу! Дети, подростки, пожалуйста, выходите вперед. У нас также добрая традиция. На каждом собрании мы благословляем детей. У нас уже начался учебный год. Стартанула воскресная школа полноценно. Слушайте, по весне так много было каких-то больших. Сейчас поколение сменилось. Если кто-то еще есть внизу, выходите. Мы помолимся, благословим вас. Вы знаете, что в Писании написано, что у нас есть власть, как у верующих, да? Мы можем что-то разрешать, можем чему-то запрещать, и в этом есть сила. Аминь. Кто-то верит в это? Что наши слова – это не просто бла-бла-бла, да? Поэтому давайте мы сейчас со властью, мы помолимся, благословим детей. Я хочу попросить вот Олега Ивановича помолиться, отца многих детей. Аллилуйя. Дети – это наше будущее, да? Наше будущее нашей страны, нашей республики, такой чудесной. И давайте мы помолимся за этих прекрасных детей. Аллилуйя, Господь, мы молимся за этих детей, Господь. Иисус, Ты сказал, что не запрещать детей приходить к Нему. Молимся, Господь. И мы просто видим, провозглашаем, что эти дети – это будущее этой республики, этой страны, Господь. Что здесь будущие министры, здесь будущие великие, Господь, актеры, Господь, спортсмены, Господь, во имя Иисуса. Великие врачи, Господь, врачи от Бога, Господь, во имя Иисуса. Благословляем детей. Просто, Господь, чтобы они могли слушать Тебя, Господь, слушать Твое Слово и следовать за Тобой. Потому что это начало всего – следовать за Тобой, Иисус. Благословляем наших прекрасных, красивых, чудесных, Господь, умных детей, Господь, талантливых во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Все в Твоих руках. Благословляем, чтобы они в послушании учителям, Господь, могли познавать Тебя больше и больше в этом следовании, в этом начальном пути во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И все сказали аминь. Аминь. Все, дети, вы знаете, кто куда. Да, внизу. У меня еще одна просьба к вам. Вы знаете, вы все знаете Данила, который у нас играет на гитаре? Кто знает? Все знают? Я спросил, сколько он уже у нас играет. Он говорит, 4 года, я даже не знаю. Ему 17 лет, это он в 13 лет начал играть. Как-то непонятно, да? Просто сегодня он поступил во Владивосток, в Дальневосточный федеральный университет, и на следующей неделе он улетает на учебу. Вот, и, соответственно, у нас уже играть не будет. И я как-то с одной стороны стесняюсь, с другой стороны, давайте помолимся за него. Благословим тоже. Данил, можно тебя попросить выйти сюда? Нам будет не хватать, потому что у нас теперь нет электрогитариста. Я знаю про Олега. Олег у нас играет на акустической гитаре. Вот он вернется с отпуска и будет у нас здесь, но нам нужен человек на электрогитару теперь. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за моего сына, я благодарю Тебя за брата во Христе. Благослови его решение. Он едет учиться, Господи. Благослови его быт. Дай ему надежных друзей там, Господь. Усмотри церковь, Господи, куда он будет ходить, чтобы там была группа молодежи, с кем он мог бы общаться. Окружи его людьми, которые будут оказывать положительное влияние на его жизнь, на становление его как личности, Господи. Дай ему духовных наставников там. Господи, благослови его. Дай ему также в творческом плане развиваться, Господи, по возможности, чтобы он играл где-то, чтобы были музыканты. Благослови его, как мы его благословляем сейчас, Господи. Пусть Твоя рука будет над ним, уберегая его от зла. Веди его там. И, Господи, пусть по специальности, которую он выбрал, педагогика, пусть он развивается, Господь. Пусть будет лучший. И если поймет, что это не его, Господи, тогда да, повложи ему в сердце, что он выберет, Господи. Но если это его, Господи, я провозглашаю, чтобы просто он был лучший в этом. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Слава Богу. Все, присаживайтесь.
мимо ведер прошел, вспомнил. Можно сразу ведра еще тоже и вывести у нас... Вы знаете, что церковь существует на десятины и пожертвования. И я так рад вообще и горд нашей церковью в хорошем смысле. Вы знаете, мы за этот год так много сделали. Я вот просто сейчас, вот у нас гости есть, тоже пришли и сказали: ой, когда вы это все сделали. Я начал вспоминать, мы же ковровое покрытие только в этом году положили, ребят. И когда мы ложили ковровое покрытие, вы помните, мы сделали предоплату 200 тысяч, и у нас как бы не хватало денег, и там поставка месяц. И когда оно приходило, нам нужно было заплатить. Я еще говорил со сцены, вот ничего не знаю. Когда придет, да, нам нужно расплатиться. Но мы помимо этого, то, что у нас 430, по-моему, обошлось ковровое покрытие, там, не помню, там, по-моему, 50 или 60 тысяч клей, и 100 тысяч мы заплатили за работу, чтобы уложить это все. Мы помимо этого обновили еще все музыкальное оборудование, вы знаете, да? Мы купили цифровой пульт, да, я понял. Мы купили цифровой пульт, мы купили кучу проводов, каких-то микрофонов и всевозможных штучек на сцене, которые стоили еще дороже, чем это ковровое покрытие. И знаете, Бог, Он действует подобным образом. Когда ты начинаешь что-то делать, Он двигается так же. Если сидеть и ничего не делать, ничего и не двинется. Аминь. Поэтому не вставайте, я помолюсь коротко. Господь, благослови каждого, кто дает в нашей церкви, кто когда-либо что-либо жертвовал, Господи. Деньги, время свое, свои таланты, Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, как я сейчас благословляю. Пусть у них всегда на все хватает, Господи. Пусть рука их не оскудеет. И я прошу Тебя, Господи, о благословении не только в финансовом плане, но вообще во всех сферах жизни. Господи, деньги – это немаловажная часть, одна из важнейших частей нашей жизни. И то, куда человек тратит деньги, поэтому видно, где его приоритеты, во что он вкладывается. Потому что мы тратим основную часть жизни на зарабатывание денег. Господи, и Ты видишь сердца, и я прошу Тебя, благослови каждого, кто когда-либо давал, во имя Иисуса. Пусть будет так. И, Господи, я прошу Тебя о мудрости, как нам двигаться дальше. Ты знаешь, у нас грандиозные планы, и сделать сценический свет, и обновить видеооборудование для трансляции, и много-много всего. Дай мудрости, Господи, дай людей, как вот у нас был звукорежиссер, который помог все сделать. Что нам покупать, чтобы не тратить деньги впустую? Помоги расставить приоритеты, и помоги нам закончить также строительство, Господи, уже. Мудрости, чтобы у нас полностью закончить здание, закончить участок, вывести весь мусор, чтобы у нас было чисто и красиво во славу Божию. Аминь. Да будет так. Я забыл электронный девайс. Хоть с собой взял, дома не забыл. Слава Богу, у нас еще тепло в здании, да? Классно же. Я все время вспоминаю те времена, когда мы были на первом этаже, вы помните? И это тоже был шаг веры, мы так долго собирались в вагончики, и потом мы начали собираться на первом этаже, но на втором этаже еще не было окон, и вы помните, мы просто заложили, вот здесь тут мы на перекрытие, на втором этаже мы заложили минватой, и у нас был электрический котел, и мы запустили отопление только на первом этаже. И как-то было свежо. Я помню, у меня руки мерзли. Хотя я не то чтобы они примерзали к микрофону, но как бы они стыли. Вообще, слава Богу, за тех верные люди приходили и мерзли, в прямом смысле сидели, да? Все-таки пусть лучше жарко будет, да? Я согласен. То ли это уже возраст, то ли это, да? Пусть лучше немножко жарко. Сегодня я бы хотел продолжить, может быть, даже закончить, не знаю. Вот та серия проповедей, которая была, и мы разбираем чувства, всевозможные, которые у нас возникают, и как мы на них реагируем, почему, что с ними делать. И вы знаете, мы касались... Чего мы касались? Напомните мне. Гнев,
горечь, разочарование, страх, обиды. Да, там уже можно накидывать, что было, что не было. Наверное, и про обиды. Вы знаете, сегодня я бы хотел поговорить про отчаяние. Отчаяние или депрессия, когда бывает. И немножко по-другому я построил проповедь сегодня, не как обычно. Мы обычно читаем местописание, потом как бы разбираем. Сейчас, наверное, по ходу пойдем. И мы будем прежде всего касаться истории пророка Илии из 3 Царств, 19 главы. Начнем читать с 1 стиха. Вот. Но перед этим, я бы хотел сказать вот такие вещи. Я вот не знаю, это у меня так или вот скажите, вот бывало такое у вас? Вот только искренне. Что, казалось бы, все хорошо. Вот, например, бывает, знаете, когда вот прямо пик какой-то вот чего-то, ты чего-то достиг, или что-то произошло, и вроде бы все классно, все состоялось, все получилось, и ты чувствуешь себя абсолютно подавленным через какое-то время. Тебя просто раздавило, и, казалось бы, вроде бы и причин нету. Все хорошо. Но ты чувствуешь себя плохо, силы уходят, и наступает депрессняк. И какое-то отчаяние. У кого-нибудь было такое? Ну, у нескольких людей, ну, слава Богу. А то я думаю, может, это и как бы и проповедовать не надо тогда. Но к чему я это говорю? Давайте мы... Знаете, это то, что происходило с пророком Илией. И мы сейчас начнем читать 19 главу, потом немножко будем прыгать взад-назад, возьмем что-то из 18. Давайте прочитаем с 1 по 4 стих. «И пересказал Ахав, это царь Израиля, вы помните, да? И Иезавели, это его жена, царица, все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Он убил всех пророков ложных, да, вы помните, которые поклонялись всяким идолам, да. И здесь, и вы знаете, что Иезавель, она была, вообще Агаф, он был, не очень царь. Сейчас как бы дальше начнем читать. Вы помните историю вообще? То, что происходило, его жена, она была ярая поклонница вот там определенных богов, и влияла на своего мужа. Более того, она там кучу истинных пророков Божьих, она по ее приказу поубивали. А все вот эти вот ложные там с ее стола ели, она их там подкармливала и так далее. И вот, собственно, дальше, да, у нас ситуация развивается. Здесь Илия наоборот, он убил. Прочитаем это. И здесь Иезавель, что она? 2 стих. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». То есть здесь она клянется: да пусть боги у меня там, пусть у меня все волосы повыпадают, пусть у меня там то-то и то-то будет, если завтра ты дохлый не будешь. Так же, как вот эти вот все, да, то, что ты им сделал, если с тобой этого завтра не будет, пусть вот боги со мной, вот, то есть она, серьезную клятву такую, да, как бы обещание дает. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Отрок – это, слуга у него был. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот здесь, что мы видим у Илии, вы представьте, да, Библия, она очень коротко, сжато, да, все передает, но перед нами разворачивается вот такая вот трагедия. Илия, один из самых почитаемых израильских пророков сейчас за то, что он сделал, мы сейчас этого коснемся, что вообще происходило. У него просто полный депрессняк и отчаяние. И пророк Божий просит: «Господи, уже убей меня. Не хочу жить». Он просит здесь, да, «возьми душу мою». Что же произошло вообще? Кто-то говорит, что, знаете, вот есть такое вот, что отчаяние, вот которое, как вот у Илии мы наблюдаем, это когда у человека нет никакой надежды. Вот отчаяние, оно наступает тогда.
Вот когда у тебя всякая надежда, она пропала. И что происходит вообще? Илия – величайший пророк Божий. Аминь. И он служил Господу, он исполнял все его заповеди. И как получилось так, что человек Божий, один из самых почитаемых, он дошел до такой точки, что у него такое отчаяние, он говорит: Господи, не хочу жить, просто убей меня. Давайте мы немножко отмотаем назад и посмотрим, что же происходило вообще, да? И, как мы уже коснулись, во времена Илии, когда он жил, правил царь Агав. И жена его, Иезавель, которая, не хочется называть Агава подкаблучником, но где-то там недалеко, да, то есть она там рулила по полной у него. И более того, да, то есть он как бы был в израильском народе, казалось бы, да. Вы знаете всю историю, то, что вообще книга Судей, вся история, когда израильский народ, он постоянно отворачивается от Господа, Господь воздвигает судью, который говорит: покайтесь, он приводит народ обратно к Господу, все начинают славить Бога там и так далее, опять следующее поколение вырастает, опять забывает Господа, опять к другим богам. Непонятно, что творится. Здесь у нас уже после судей происходит время, да, уже царь есть над Израилем, но это царь израильский. Они должны поклоняться истинному Богу, да, но уходят непонятно куда. История, она опять повторяется, да, и Бог через пророка Илии возвращает народ обратно. И у нас разворачивается драматическая история просто, да. Вы помните, да, вообще эту историю? Я коротко коснусь, потому что, чтобы все не читать, но суть в чем? Вообще Бог, Он готовил Илию к этому. У меня есть отдельная проповедь на эту тему. Вы помните, что шаг за шагом. Сначала Илия, то есть он пошел, он там где-то сидел у потока вод, когда наступила засуха, да. Вороны ему приносили пищу. То есть это нужно тоже довериться, пойти, когда тебе вороны там чего-то таскают. Помните потом, когда он пришел к вдове, и она там готовилась уже умирать, он говорит: принеси мне есть. Она говорит: ты о чем? У меня вот там горстка муки, немного масла, сейчас последнюю лепешку спеку, с сыном съедим, и все, и умирать будем. Помните, да, это? И он говорит: сначала меня накорми, а потом все решится. И он молится, и происходит чудо. Да, у него там все наполняется, и, в общем, вы знаете это. Это как бы, знаете, вот сначала вороны, потом вот этот сосуд, вера, она возрастает. И дальше что происходит? Сын у нее умирает. Вы помните? И он молится за него и воскрешает его. И никогда такого не было вообще. То есть насколько вера человека, вы понимаете, он не сразу вот это делал. Но Бог его еще, это еще не венец, к чему Бог его готовит. И венец наступает вот потом, как раз вот в нашей истории. Он объявляет на всю страну, что не будет дождя вообще, не упадет ни одна капля, пока я не помолюсь там снова, да, Бог он закрыл, вот из-за того, что вы отвернулись от Него. И нет дождя 3 года вообще. И в Израиле это капец какая проблема. 3 года, я не знаю, там бы вообще все умерло. У них сейчас там это орошение, оно везде там, каждый кустик, там, я не знаю, неделю не пополивай чего-то, все, солнце все сожжет и убьет. И здесь наступает голод в стране. Вообще проблемы. И вы понимаете, что царь Агав, он не очень доволен. Он думает, что все беды, они из-за того, что вот он напророчествовал вот это. Не потому, что народ он отвернулся, не потому, что он позволил. Он поубивал всех божьих пророков, и он отвернулся от Бога, да? Нет, он думает, что вот из-за этого, вот гаденыша, у нас все проблемы. И когда Илия объявляется через 3 года, и помните, он встречает царедворца, царя Агава, и говорит ему: иди, скажи ему, что я пришел. Там он говорит: слушай, смилуйся надо мною. Потому что он был человек богобоязненный, вот этот царедворец, и до этого он там даже укрывал пророков, когда царица, она их убивала, он там по 50 человек, там 100 человек прятал где-то в скалах, в горах.
И он говорит, ну, он тебя искал, он хотел тебя жизни лишить, а тут я приду, скажу, что вот объявился Илия, а ты куда-нибудь сейчас убежишь, ну и меня, голову мне отрежут. Он говорит, я буду, никуда не денусь, иди скажи. И вот он встречается с царем Агавом, да, и что он ему говорит? Давайте мы прочитаем 18 глава, это 19 стих. 3 Царств, 18 глава, 19 стих. «Пошли же людей, собери народ со всего Израиля ко мне на гору Кормил. Приведи 450 пророков Баала или Ваала». Ой, я вам читаю в новом русском переводе. Ничего? Ну, наверное, отличается от синодального. «И 400 пророков Ашеры, которые едят со стола Иезавели». Да. Здесь вот пророков дубравных, кто-то Ашера в новом переводе. То есть вы знаете, да, что Ваал, что вот Ашера или вот дубравы, то, что делали, вообще на самом деле мерзкий культ был. Включал жертвоприношение, сексуальная разнузданность там в храмах они, ну и так далее. То есть на самом деле мерзость пред Господом вообще. Вот, и это то, что они делали. И смотрите, 450 пророков, жрецов, которые там служат одному идолу, и 400 человек другому. Вы только представьте, это 800 человек при дворе, при царском, которые только занимаются вот этой вот ерундой. И он говорит, что собери их всех, давай сделаем так, он говорит царю. Придем на гору, каждый устроит жертвенник, положим туда, заколем по быку, и каждый будет молиться и просить, чтобы его Бог, он пришел и он поглотил эту жертву огнем. Все соглашаются. Вы помните, да, эту историю? И сначала полдня, или он ничего не делает, он просто дает им возможность, чтобы они занимались своими делами. Он говорит, до полудня, то есть с утра, и вот они там полдня, они построили жертвенники, и они там скачут, написано, беснуются, начали колоть себя там, чтобы и просить, а Илия еще и начал издеваться над ними. Говорит, что-то, говорит, как-то вы тихо скачете. Он, наверное, вас не слышит, давайте громче, надо это. Может, уснул, может, ушел куда-то. Давайте, что вы там как-то. То есть, представьте само по себе. Откуда столько смелости? Вот он набирался вот этого, знаете, вот сначала там вороны приносили, потом он там с этой вдовой был, шаг за шагом, чудо все больше и больше. Потом он воскресил мертвого. И здесь, когда он уже знает своего Бога, он слышит его голос, то есть он не сразу такой, знаете, вот он пришел, потому что часто люди, они думают, вот я приду и я там начну мертвых воскрешать. Да никогда ты не начнешь. Почему? Да потому что у тебя нет опыта никакого даже в малом. Ты сначала помолись, чтобы у тебя что-то было, у тебя какое-то чудо произошло в жизни. Опять же, я не умоляю, вот всякое бывает с людьми, я не могу так сказать, знаете, вот чью-то жизнь, что вот ты там не можешь. Но вот из практики, откуда у тебя вера-то возьмется? Но когда Бог, Он делал что-то маленькое в твоей жизни, у тебя потом вера на чуть-чуть большая, потом еще больше. А потом, когда ты ходишь с Ним, и ты знаешь, что твой Бог, Он великий Бог, а почему ты это знаешь? Не по каким-то сказкам, которые тебе рассказывали, и ты Библию воспринимаешь как сказочную историю какую-то. Да из своей личной жизни ты это знаешь. Потому что ты молился, Бог тебе отвечал, и тогда у тебя есть вера на это. Вот она откуда берется. От слышания Слова Божьего. Аминь. И вот то, что здесь происходит с ним. Он ходит над ними, издевается. И дальше что он делает? Он берет 12 камней по числу колена Израилевых, складывает их, это его жертвенник, на нем закалывает тельца, сносят дрова, вокруг выкапывают. И он говорит, давайте воду таскайте кувшинами. И по 4 кувшина они носят, по-моему, там 4 раза или сколько ходят, и выливают все это на эту тушу, на дрова. И все дрова, они пропитываются водой, вся туша, и даже ров, он наполняется водой. То есть, вообще, никаких шансов. Да, хоть бензином там поливай. И он молится, и сходит огонь и пожирает все.
вода вся вообще ничего не остается. Ну и как бы тут, знаете, какой бы ты упертый не был, ну вот, не, реально, когда такое на твоих глазах происходит, вот, знаете, вот когда Бог, вот Он такие вещи творит, ну надо быть, я не знаю кем, чтобы не поверить, что Бог, Он есть Господь, да, истинный. И весь Израиль, он говорит, да, Господь Бог. И они хватают, Илия говорит, хватайте всех этих вот, ведите к реке, и вот в смысле так он их заколол. То есть таким образом Израиль, он повернулся опять к Господу. И вот мы читаем нашу историю. Царь приходит и говорит, слушай, дорогая, дело такое произошло,